Ассаляму алейкум, дуслар. Сегодня я хочу показать вам интервью или даже просто общение с моей сестренкой Эльвирой Сархалил. Это общение произошло в одном из городов Франции, и оно могло быть просто беседой за чашкой кофе, но мы решили снять его и поделиться с вами. Добро пожаловать в мир крымско-татарской музыки с Эльвирой Сархалил. Селям, Эльвира. Селям. Я хотел бы, чтобы ты самопрезентовала себя и рассказала о тех музыкальных проектах, в которых ты участвовала, которые ты делала тоже. Таким образом, мы напомним немножечко зрителям и слушателям о тебе. Самый главный мой проект был первый, это музыкальная школа. Я потом, наверное, про образование отдельно мы будем говорить, это вообще большая тема такая. Это музыкальная школа, я пела в хорах, в одном хоре в городе, в ансамбле «Бульбулер», занималась в музыкальной школе как пианистка, также тоже была солисткой хора многоголосного, это было очень интересно. Вот. Это дало мне толчок поверить в себя, проверить себя и поучаствовать в 14 лет на большом всеукраинском конкурсе классических юных исполнителей. Это украинская бельканта приглашает, впоследствии назывался уже конкурс имени Соловьяненко для вокалистов. И вот впервые я спела в оперном театре Донецка, где я пела на одной сцене с легендарным тенором Анатолием Соловьяненко. Для меня это было просто, я скажу, вот такое культурное потрясение, что я не ожидала, что можно петь так, ни техники, ничего, а голос звучит как разливается на весь зал и слышно в каждом уголке. Мне это стало интересно, и таким образом я вот получила классическое образование. После, конечно, всей этой классической жизни я закончила консерваторию и занялась фольклором. Почему и зачем, мы тоже потом, наверное, разберем. Вот. Давай перечислим такие самые основные проекты, в которых ты участвовала. Я в них участвовала, просто почему я подчеркнула это фольклор, потому что я в них участвовала как этно-джазовая певица или как этно-исполнительница. Первый такой был для меня после большого перерыва и учебы. Это был конкурс Мейдан ФМ, где мы сняли клип. Вот, собственно, Эрнест участвовал в съемке клипа как сорежиссер и оператор на песню «Геджелер, узун геджелер», старинная крымско-татарская песня. Мы выиграли с этой песней, с этим клипом. И в дальнейшем это были множество сольных концертов в Крыму. Как уже такое, это было, как сказать, продолжение уже вот этого успеха, да, скажем, на волне этого успеха у меня было очень много запросов на эту музыку, и мы сделали с ребятами, крымско-татарскими музыкантами, классную программу, мы постоянно ее меняли и выступали. Потом я выступила с трио Усин Бекирова, джазовый концерт, он был во Львове, фестиваль, я уже подзабыла его название. Дальнейшее было выступление, Краина Мрии с группой Сансей, всеми известная как «Пятница» до Сансея, да, Андрей Запорожец, солист ее.
Затем это Cossack System. Затем с известными нашими хип-хоперами это Фагот, это «Танок на Майдані Конго». Все життя ми будували свої доми. После еще были коллаборации этнические с Игорем Хаджаниязовым на этнических фестивалях. И еще был очень классный, для меня это очень ценный проект, как мы с Расимом Рамазановым, нашим композитором, создавали музыку. Наверное, на протяжении 3 лет мы работали над стилем этой музыки, поскольку вначале это были огромные полотна, выглядело все как одна большая симфония. Потом мы ее, конечно, разделяли на песни, где-то я сочиняла, где-то он очень много работал над инструментальной частью. И мы создали таким образом альбом, с которым мы благополучно, конечно, презентовали его в Киеве, и затем сыграли также в Крыму. И есть альбом, который называется Conversation Сара Халил and Ramazan Project. Можно его найти в сети, везде, послушать. Вот этот проект, наверное, он как такая, я не могу сказать точка, конечно же, это восклицательный знак в творчестве был, потому что там было собрано все, и джаз, и этно, и опыт, конечно, Расима как музыканта и композитора, мой вокальный опыт, и там мы пригласили ребят, замечательных музыкантов из Нью-Йорка, из львовского бас-гитариста. И да, еще был один проект джазовый, акустик-квартет. Это ребята, наверное, практически все они из Харькова родом, да, но они тоже живут, некоторые из них за рубежом, и с ними мы выступили в рамках фестиваля «Краина Мрій», записались, кстати, в саундтреки для фильма. Тоже, я считаю, очень интересный проект тем, что мы вообще не репетировали. Мы не репетировали, мы не встречались. А ребята сами работали над музыкой, а я встретилась с ними только на сцене уже, когда мы должны были вот за полчаса до спеть. И я вышла, мы немножко познакомились, поиграли и спели программу прям там. Вот это вот, наверное, эмоционально очень проект интересный. Ну, конечно, также я делаю проекты для того, чтобы участвовали еще наши яркие музыканты крымско-татарские, в которых я иногда включаю в программу для того, чтобы просто люди услышали их в другом формате, не на свадьбах, а как они звучат на сценах, как они звучат на этно-джазовых концертах. Например, Гарик Исатов, да, это удивительный, я считаю, даже мало того, что он самородок, он гениальный в своей степени музыкант.
Также Эльмар Зиадинов, Нури Сабалаев, конечно же, Марлен Халилов. В общем, ну и Алим Куртмеметов, мы играли с ним концерт. И на самом деле, когда заканчивается концерт, некоторые люди мне из зрителей пишут и говорят, что удивительно, а мы привыкли видеть там того или иного музыканта в совсем другом формате, а здесь он просто так играл, мы будем ожидать от наших музыкантов большего, конечно. Сложно человеку, который отучился в классическом образовании, перейти в фольклорное пение. Некоторым вообще это не удается, тебе это удалось. Расскажи об этом. Ну, надеюсь, да, что удалось. Тема интересная, и для меня она прям такая трепещущая, потому что я начала заниматься фольклором до того, как я уже закончила консерваторию. Это было в стенах университета искусств. Я, откладывая основную программу, когда я уже ее сделала, брала ноты, привозила с Крыма ноты и пыталась там выучить произведения эти крымско-татарские. Я не знаю, для чего я это делаю вообще. На самом деле я никаких не делала, не выстраивала стратегий в отношении фольклора, потому что все мечты были только на сцене оперы. И я просто их разбирала, потому что мне так хотелось, я чувствовала себя так хорошо, это была просто терапия для души, и я просто открывала эти ноты, снова и снова проигрывая какие-то мелодические моменты, и ни к чему не готовя себя совершенно. Там же пропевая их и пробуя, я чувствовала, что можно спеть эту музыку иначе. Я написала работу небольшую, изучая, исследуя фольклор крымско-татарский, и меня приняла кафедра теории музыки с моей работой. Хотя я как вокалистка, меня приняли как теоретика больше, потому что я занималась именно исследованием больше в тот период. И я подумала тогда, а почему бы не петь ее, почему только о ней можно говорить и анализировать. И первая попытка, конечно, это была первая, я имею в виду профессиональная попытка, потому что я же все детство пела фольклор, но профессионально это было на госэкзамене в консерватории, когда я просто без музыки спела одну из песен, которая мне понравилась в сборнике «Хайтарма». Эта песня была передана Муртазой Велиджановым, так было написано, год забыла какой. И вот я ее там спела, и все, тогда зажглась, я поняла, что все. И тогда я приехала в Крым и начала собирать фольклор. Мне говорили, там вот есть Харбаба, который много знает песен. Я ехала туда, там есть вот Хартана, которая она. И я ехала, куда мне говорили, и определилась на некоторых только определенных людях, у которых действительно хорошая память, которые много помнили. Я там многократно к ним приходила, они вспоминали, перепевали много раз. И потом я работала над этими песнями, конечно, изучала каждый нюанс исполнительский, мелизм. И начала их учить, эти песни. Ey kız seni derdinden yüreğim yaralandı. Sana basma yaraşmaz, kadifeden biçeyim, en biçeyim dikeyim, sevdalığım çekeyim. Ты спросил меня о том, что как переключиться. Это переключение, почему я так много рассказываю, оно не прибывает автоматически. Оно именно бывает сначала где-то вот как теория шла, потом какая-то настройка была, потом я слушала носителей, как они поют, и вот здесь произошла именно в этот момент переоценка. Я приехала на гору Шув в Тувах. Мы были с родителями там, и там все пели старики,
Я слушала, там сидела, просто восхищалась редкостными песнями. И подумала тогда, что да, их по-другому здесь поют. И не скажу, что сразу я спела их, вот сейчас я оцениваю себя уже по-другому, так, как надо было бы спеть. С годами, конечно, я их уже перепевала много раз, и, наверное, все получилось. Скажи, вот классическая музыка, она имеет традицию, она имеет начало, или источник с христианской традиции. Как же наша крымско-татарская музыка? На что она, с чего она как бы источник берет? Классическая европейская музыка, она базируется на многих, не только на христианской, да, на христианской, но и на самобытной европейской музыке. Ее сейчас уже можно почти нигде не услышать, кроме как на отдельных проектах. А вот когда самобытная песня вливалась в христианскую традицию, она менялась, соответственно, там она набирала свои краски, другие краски, менее архаичные, самобытные, а более канонические, более размеренные и духовные, поскольку там уже есть свои правила. Музыка должна что делать? Настраивать человека на молитву, я имею в виду религиозная. И там она менялась. Конечно, там было много мастеров, которые испокон веков выстраивали эту музыку слой за слоем. И таким образом она дошла до такого уровня, что это целый мир классической и духовной, в том числе музыки христианской. И я хочу тут отметить католической, потому что классика – это Европа. И в костелах там мы можем слышать, да, орган, Баха. Ну, вот. И они учили правила, математику этой музыки. Да, она в итоге была, опера, она была где-то частично выстроена оттуда, поскольку голоса формировались и учились петь в хорах, в основном мальчики. И тоже было требование к голосам, они должны быть светлыми, да, они должны быть высокими, должны быть чистыми, и все были грамотными. И когда эта культура вот этого пения, она тоже как стала традиционной, церковной, и после этого это стало как приоритетом, да, это слушание такого голоса, хрустального, чистого, юного голоса. И в том числе мы не забываем, что есть еще античный театр, да, Древняя Греция, там тоже был театр. Вот. Я сейчас не буду погружать полностью в мир этой музыки. Теперь о крымско-татарской, что мы тут тоже мы можем себя причислять немного к этой музыке, поскольку крымские татары когда-то были и христианами тоже. Было и тенгрианство, было и христианство было. Поэтому не забываем, что Византия в Крыму, и генуэзцы были в Крыму. То есть на чем базируется крымско-татарская музыка, еще раз? Она не базируется только на христианской музыке.
Но южный берег Крыма, он был населен византийцами, и они повлияли на звучание музыки местного населения, автохтонного, повлияли на ее звучание. Я полагаю, что христианские песни могли измениться, какие-то ритуальные, обрядовые, они могли измениться, и в них могли измениться тексты, поскольку вера людей менялась. Ну, тут еще хочу сказать, что у нас есть и мусульманская музыка, иляхи, и она тоже немного похожа с византийской, поскольку есть Османская империя, есть Турция, где смешались эти традиции музыкальные. И, между прочим, иногда азан, он вполне по ладу звучит как византийский лад. Вполне. Можем ли пример привести какой-то просто крымско-татарской музыки, какой-то песни вот сейчас? Конечно. Но та же самая вот Велиджанов, который поет, да? Я сейчас болею, я сейчас не очень-то это хочу петь. У кого-то из наших исполнителей есть более византийское звучание, а у кого-то более академическое, там, где уже начали получать образование. И тут это очень интересный момент. Там, где Велиджанов поет, конечно, у него более, на мой слух, это более византийский звук. Потому что он делает мягкий мостик, подъем, мягкое такое глиссандо, где нету вот этого, как в академической музыке, перехода, который делает Сабрие Реджепова. А Велиджанов делает мягкий переход. Он делает у него пластичное слово. В то время как другие исполнители, которые более популярны уже, как и народные, как и эстрадные, они все слушали кого-то другого, может быть, учились от других, и там другие традиции. Но я не говорю, что это правильно, а это нет. Это все правильно. И это все наша музыка. Хорошо, если мы уже заговорили о крымско-татарской народной классической музыке, то что есть база крымско-татарской музыки? Ну, допустим, такой вопрос, что должен послушать каждый крымско-татарский новый исполнитель, который только начинает творить, что он должен услышать, чтобы и на что опираться? Первое, что я дала бы послушать, это старые пластинки. Вот чем старее, тем лучше. Для чего? Не для того, чтобы он по ним учился петь, сразу скажу, а для того, чтобы он ощутил эту музыку. Первое – это ощущение сердцем, что вызывает у него эта музыка, тревогу, любовь, вот это. Потом я бы, конечно, дала послушать носителей, обычных людей, народ, просто народ послушать. Ну, на свадьбах все были, поэтому я не стала бы рекомендовать идти на свадьбы, слушать там музыку. Это тоже отдельная тема. Ну и тут хочу сказать, кто это, да, чьи это пластинки могут быть. Давайте первая, самая старая запись считается, это Ашир Уста. По-моему, 1900
какой? 910, ну, где-то так, да? Ашир Уста. Затем я могу не помнить имен. Есть они уже оцифрованы, эти пластинки. Пусть будет все записи, ранние записи Хайтармы. Вот ранние записи и солисты, которые впоследствии, их уже не было в Хайтарме, вот в той, которая была здесь в Крыму уже, в той Хайтарме, которая была в Узбекистане записана. Потом есть отдельные еще солисты, да, это Налбантова, Зейнеп Люманова. Почему я начинаю с них? У этих двух певиц голос звучит естественно, открыто. Открытый, вот такой нежный, женственный, простой женский голос. Вот такой, как в народе он должен быть. И у них очень понятные слова, очень хорошо голос льется, естественно. Это для девушек. Для парней, наверное, Сиджилил Люманов и Рифат Ага, я забыла фамилию. Рифат Ага это больше он на свадьбах пел. Сиджилил Люманов это мастер, который делал скрипки. Потом он делал скрипки, продолжал их делать в Узбекистане еще. Но есть записи самые лучшие, это которые записали австрийцы, его записали. Самые чистые записи, самая лучшая запись, наверное, это из всех, которая вообще была у нас сделана. Затем Алим Ага Усманов. И как свадебный музыкант, и как народник. Я считаю этот голос уникальный. Он может кому-то подходить или нет, это другой вопрос. Но то, что он уникальный, это да. То, что его стиль исполнения, он его отточил, он его создал или же воссоздал, я не знаю этого в истории, как сложилось, у кого он учился, да? Но то, что он звучит, после которого множество парней и до сих пор повторяют его стиль исполнительский. Я до сих пор слышу, молодые парни копируют Алим Ага Усманова. Затем, да, Энвер Шерфетдинов как музыкант, поскольку он тоже такой носитель и хранитель самобытной музыки, очень интересный звук скрипки его. У него есть и потомство, которое тоже от него унаследовало этот стиль исполнения. Я знаю, что Шерфетдинов и внук есть, который на скрипке играл. Ну, в общем, ну, хотелось бы, чтобы это все имело свою школу впоследствии. Оно осталось в записях, но ни один из них не оставил свою школу. У нас говорят школа, школа, темель, все эти слова используют, но школы у нас нету. Давайте будем честными. Темель у нас есть, вот то, что я перечисляю сейчас, и, конечно, женские голоса, как Эдия Тупчи, Сабре Реджепова. Еще есть имена, я могу сейчас их не вспомнить, но, конечно же, Муртаза Велиджанов, который не стал таким известным, как многие другие. Я считаю его за удивительного музыканта, поскольку он еще играл на мандолине, и сам он делал инструмент. По-моему, создал саз свой авторский, назвал его Хавут, да, это как обратно прочитать Тувах. Вот. Хотелось бы, чтобы эти люди оставили больше, чтобы мы на этих знаниях построили школу. А мы просто можем назвать, чье звучание мы можем опираться. Потом, кого бы я еще дала послушать, так это пластинки, наверное, Евсане, Сато, Наркет Ага, замечательный музыкант. Его флейта, как вот звучит его мелодия, я до сих пор слышу вот молодых музыкантов, которые духовики, они играют, будто бы они его слушают.
как будто бы они берут у него что-то. Потому что все равно любой вокалист будет на вокалиста опираться, а любой духовик на какого-то более опытного музыканта. Затем, ну, Энвер Измайлова, конечно, когда появилась эта музыка, это была модернизация уже музыки крымско-татарской, мелодии в какой-то оживленный, я бы даже сказала, более зарубежный ритм, потому что нам не свойственны такие экспрессивные ритмы. Да, у нас есть своя ритмичная музыка народная, но здесь уже она пошла больше в блюз, больше в фанк. Шаре Сазым, наверное, называется, потому что не видно полностью название. Ну, Угу. Вот, наступление вполне такое этническое, простое. Пока еще не раскрылась песня, все просто, да? Дальше. Вот здесь голосоведение. Оно вполне академическое. То есть подход голосом, он как у образованных вокалистов, которые обучаются этому, как их нужно сделать. Да? Даже если бы я спела какую-то классическую арию, она приблизительно по такой же форме либо исполнялась, эта вот фраза. Ну, здесь то, что природа более низкого голоса у нее низкий голос, несмотря на то, что она поет верхние ноты, все равно у нее таких крайне верхних нот ни в одной, сколько я песен слышала, у нее нет. У нее плотный низкий голос, более грудной, и там многие говорят, вот она пела в таких тональностях, вот в записях не слышала. Если у вас есть кто-нибудь, поделитесь, потому что вот в таких высоких тональностях, прям совсем так высоко, нет. Поэтому здесь это прямо ее сок. Вот сам вот всегда где-то вот в этой тональности, вот где-то где бархат этот, где, и там ей легко петь. Ну, сейчас будет выход наверх. Вот здесь мы слышим, да, что она пока не делает форте, пока это все-таки она сохраняет, здесь духовные смыслы тоже в этой песне, сохраняет это состояние такое более умиротворенное. Хотя там есть трепет, там есть предпосылки к драме, но она сохраняет все равно это состояние, хотя здесь уже можно и выйти на более кульминационную. Но это ее авторское вот было видение. И снова да-да. Это исключительно академическое. Вот если в народе, оно по-другому звучало, по-народному. Ну как-то по-другому. Да, ну как-то вот так, наверное. Да, мы даже такие делали распевки. То есть это где-то здесь рядом с этим. То есть когда люди говорят, вот народное пение, вот настоящее, я хочу сказать, это грамотное пение, то есть оно образованное пение. Это уже не совсем прям такое народное чисто пение.
Когда говорят, когда вы учились и вы поете народные песни, вы уже не чисто по-народному их поете. Но здесь есть как раз вот эта обученность, где звучат, может быть, не все так сразу это услышат, потому что это же какие-то, ну, сказать, штрихи, нюансы. Ну, в том, что я перечислила уже, это образованное пение, грамотное пение. Ее учили петь. Она училась правильно петь, как вверх петь, как вниз петь. Правильно подобранная была методика именно к специфике ее голоса. Потому что не у каждой женщины же такой вот именно плотный голос. Хотя, если турецкие голоса, у женщин большинство плотные голоса. Чему учит Франция? Меня Франция научила экономить, в первую очередь. Да, экономить и делать все медленно, не спеша. И не беда, если ты что-то не доделал или не увидел результаты так быстро, как мы привыкли, например. Какой вид образования лучше? Вот из уст в уста, да, вот человеком с темелем идти, или идти в высшее учебное заведение, где, ну, учишься там условно европейской или какой-то музыке? Вот для каждого свое. Есть люди, которые хотят поступать, я их останавливаю. Я же преподаю тоже. И когда приходят ко мне, вот мы хотим, а нам можно туда или нам куда? Я сразу говорю, вам не надо в консерваторию. Вам не надо, не идите, потому что вы остановитесь там на полпути. Потому что видно сразу, что голос расположен уже к чему-то. Идите туда, куда расположен ваш голос и ваша душа, куда она вас ведет. Не обманывать себя не нужно. Есть люди, которым достаточно проходить мастер-классы, периодически проходить и учиться постепенно, но заниматься чем-то другим. Твои ученики это кто? Ну, в первую очередь это люди, которые хотят петь, любого возраста. Во вторую, если уже человек определился, что он хочет петь, то, например, у меня есть разные ученики. Есть люди, которые хотят красиво говорить и на протяжении там, лекций или презентаций, когда они общаются с трибуной, со сцены и так далее, чтобы их голос звучал. Затем это люди, которые хотят выступать, готовят концертные программы, им нужно прям всю программу вот так вот разобрать и как сделать такую ревизию программы концертной. Мы разбираем все, готовим. Потом люди, которые хотят поступать, им нужны мастер-классы. И еще есть запросы, все больше и больше, это люди, которые хотят читать Коран, которые хотят распевать голосом прям суры. И поскольку я учила арабский, и я, в общем, много среди арабов, получается, что я много слышу арабскую речь, слышу, как она должна звучать естественно. Конечно, когда ты читаешь Коран, у тебя речь, там другой диалект, да, мекканский, мединский. Я смотрю, что люди хотят не просто теперь уметь читать для себя, они хотят в группе людей, например, прочитать дуа, и чтобы голос звучал хорошо, естественно. И вот, кстати, больше всего меня удивляют эти люди, поскольку они задают самые правильные вопросы. Именно они хотят естественно звучать, а другие, которые хотят на сцену, они хотят все что угодно, только не этого. То есть я хочу научиться фишки всякие голосом делать. Вот такую фишку там. Или приходит человек с нежным, высоким голосом, он хочет петь как каким-то железобетоном. Вот. Если человек приходит там, с
нету верхних нот, он хочет петь высоко очень. Но мы тут находим... Я все-таки отталкиваюсь от природы человека. Вот природа тебя никогда не подведет. Никогда ты не потеряешь голос, если ты будешь петь своим голосом. И вот эти вопросы задают люди, как раз, духовные больше. Чем отличается школа от Темеля? Любой другой человек может это не разделять. Я это разделяю. Школа – это выстроенная методика образовательная, которая построена на Темеле. То есть Темель – это то, что мы имеем, наше наследие, да, фундамент нашей культуры, а школа – это уже стратегия, это выстроенная на традициях методика. Школа у нас так и не появилась, хотя я знаю, что многие преподают, и я преподаю, но школа – это не один год она должна существовать, чтобы назвать ее школой. Вот что самое главное. Когда сейчас люди открывают, мы открываем школу крымско-татарской музыки, или мы учим, говорят, вот у нас школа появилась. Школа – это годы. Эта школа должна еще оправдать себя. Она должна, сам педагог и его ученики, которые будут преподавать, они должны отточить свою школу до той степени такого, вы знаете, совершенства. Школа, простым языком, это учеба. Вот у нас, когда говорят темель, можно быть носителем, можно не учиться, можно дедушку слушать, как он играет на скрипке, и повторять за ним. Все, у тебя есть темель. Когда мы говорим про школу, речь идет об учебе. Человек идет к мастеру, учится у него, ему ставят руку, как играть. Правильный, даже у одной школы будет интонация по одному звучать, у другой школы по-другому. То есть это будут какие-то характерные отличия. Вот это школа. Сейчас, еще очень часто говорят, вот это знаем мы, это его школа пения. Он, наверное, у него учился. Часто говорят. Это правильное замечание, потому что там кто-то есть с опытом, который оправдал себя и закрепил свой стиль с годами, по которому его узнают. Вот. Если кто-то у него учится, соответственно, он, смотря на своего педагога, он, наследует от него это все, копирует просто, если так сказать. Вот это школа. Что туда включается? Теперь о том, что вот ты сказал, это значит, в методику включается, что учиться по правилам крымско-татарской музыки именно. Какой? Тут уже вопрос, что такое крымско-татарская музыка, и на что она опирается, чем она отличается. Это своими ладами. То есть лады – это как математика, это теория музыки, где
мелодия движется по определенному рисунку. Вот просто, если бы я объясняла не музыканту. У мелодии есть свой рисунок. Вот у такого лада такой рисунок, у такого лада такой рисунок. Вот мы берем этот рисунок, прикладываем ему как к определенной песне и смотрим, этот рисунок похож, значит, это такой лад. Вот, у каждой крымско-татарской мелодии есть свой этот рисунок, это печать, этот код. Алим Усманов. Песню узнаете сами, да. Вот сразу хочу обратить внимание. Начал, и, казалось бы, должно идти вперед движение музыки, а он замедлился. Даже такая пауза. Да, там начинается скрипка, но между его фразой и скрипкой все равно есть какой-то люфт. Это интересно. Это как бы такая, как фишка его, наверное, была, не знаю, но это прикольно. И сразу, да, резко, как будто остановилась. И резкий скачок такой, эмоциональный, ну, и с голос, соответственно. Гольха парадем, и причем сразу он такой, не лирический, а драматический прям, и еще с хрипотцой. И тоже, да, вот здесь где-то играет аккордеон и все. Мне вот, например, вот это небольшой кусочек напомнил что-то из византийской культуры музыкальной. И снова новая фраза, и новая атака звука, и новая эмоция. Вот, например, здесь нужно иметь хорошие голосовые связки, конечно, и опыт, чтобы это спеть. Ну, верх мягкий, да, если где-то чуть ниже там и хрипотца есть, и верх не стал выделять. Что, кстати, вот сейчас ребята поют, они почему-то не делают этого. Покажи, как это. Ну, это другая тональность там. И хотят, наоборот, еще больше вверх показать, что типа они наверх сейчас вышли, да, там. А здесь наоборот. Вкрадчивая такая. Это интересней. Но это как в музыке, разрешение, да, как бы, как это называется, боже, забыла. Ну, здесь тоже настроение. Вот здесь, да, я Прага. Смотрите, как меняется интонация голоса, да? Как важно все-таки не только хорошо петь, грамотно или правильно, а как важно добавить новое состояние. Вроде одно слово, а состояние совершенно новое. Я Прага. Вот откуда появилась просьба в голосе? А я слышу просьбу здесь. Можно немножко отлистать. Почему он взял воздух прямо посреди слова? Это можно делать, в старинных песнях делают. Это прям топчик. Очень гибкий голос. Или он не взял воздух, да? Он прервал просто эту фразу. Можно взять и можно прервать по-разному. Он взял, наверное, думаю. Просто иногда бывает традиция, что там именно обрывают, и это прям вот очень надо сделать так же. Прям какой-то вкус придает этой песне. Голос гибкий, поддается хорошо вот этим украшениям. Да, вот здесь тоже верх не имеет значения, он как бы хвостик.
За счет чего такая драматичность в исполнении? Но вот за счет всего, ну, в том числе и еще за счет вот этих вот раз, замедление, два, каждый раз новая атака звука. Не то чтобы фраза, а там слово новое. Каждое слово новая атака звука. Каждое слово как новая фраза, а не просто слово и слово себе там. То есть здесь оно большое значение придается распеванию одного слова. Это стоит обратить внимание на это, тот, кто хочет петь старинные протяжные песни такие. Да, вот казалось бы, Агладым можно спеть вот как раз здесь. Агладым прям просто все. Нет. Просто Агладым. Никакого, ничего. А вот в слове «я прагы» почему-то есть это. Правда? Вот это тот случай, когда говорят, вот артист, когда он плачет на сцене, не всегда зрители плачут. Актеры, вот не надо плакать актеру, чтобы зрители плакали. Актер может улыбаться, а зритель может плакать. Там вся и драма, кстати, вот этих актеров, которые играли в комедийных, которые как бы смешно и больно как-то вот. Здесь более выделено. Ян. Более выделено. Вот чуть-чуть отмотаю. Повторение в крымско-татарской музыке – это вообще особый эффект создает. Это цикличность, когда мы как будто крутимся в одном месте, да, повторяем фразу, повторяем, соблюсти этот квадрат, в проигрышах тоже соблюсти, как будто бы идет повторение, но эта цикличность должна с каждым разом наращивать свою силу. Вот в чем сила исполнения таких песен. А не в том, что вы покажете сейчас длинное дыхание, что вам его хватило, что вы взяли вверх. Вау! Нет, не в фишках, нет. Не вот в этих фишках, которые сейчас все как-то, давайте вот фишкам учиться. Нет, учиться любить в песне, прожить эту песню. Вот здесь как раз у него это хорошо получалось. Ну, произношение у него хорошее. Ну, это его, да. Я думаю, что Франция меня еще научила пить кофе еще больше, чем в Крыму. Здесь его прям хочется пить. А если в Крыму из-за того, что жарко, как-то больше хочется чая, то здесь точно кофе. И со сладостями, с выпечкой. Здесь я стала больше готовить. Я думаю, по-настоящему готовить хорошо я стала во Франции. Здесь я стала слушать меньше музыки. Больше относиться к ней как к чему-то дозированному для состояния души, для настроения, для здоровья, а не для того, чтобы просто она на фоне где-то звучала. Окей, современная крымско-татарская музыка. Что в ней позитивного, что не очень? В самой музыке все позитивно у нас. Даже если не всегда качественно, или даже не всегда, если хочется это слушать, но оно позитивно в любом случае. Хотя бы иногда ставишь, весело становится. Вот. Но что если разобрать, как дела обстоят, да? Как обстоят дела вообще с ее внешним видом этой музыки,
Хотелось бы ее кому-то предложить послушать, да, вот, например, спросили меня французы, что бы вы посоветовали послушать из крымско-татарской музыки. Я первое, что дала, это вот джазовых музыкантов. Почему? Потому что за них не стыдно. Вот, они играют ответственно, хорошо, очень на высоком уровне играют. Если это спрашивают музыканты, я бы дала нашу симфоническую музыку, крымско-татарскую. Медленно развивается это музыкальный стиль, авторский стиль. В основном идет повторение. Вот у кого-то удачно что-то получилось, и там 25 следующих песен чьих-то будет обязательно похоже на эту песню. У нас до сих пор, кстати, еще есть вот это пример для подражания. Вот если кого-то похвалят, образец для подражания, обязательно многие будут опираться на его, вот то, что он создал. Что значит на французском дежавю? Ну, это я уже видел, типа. Угу. Ты не чувствуешь... Déjà уже видел. Ага. Ты не чувствуешь вот это вот дежавю, когда в Крыму сейчас уже, сняли право вето на обработку, на стилизацию крымско-татарской народной музыки. Как это было, условно, там лет 15-20 назад, когда ты пробовала стилизовать, и не только пробовала, и делала это, то обрушивался там град критики. И не видишь ли ты сейчас это дежавю, и сейчас уже как будто бы сняли это право вето на такую критику. А сейчас уже просят даже наоборот, давайте уже, сделайте что-нибудь новенькое, да? Да, вижу, дежавю. Я смотрю и как будто бы думаю, надо же. Я прям вспоминаю, как когда-то что-то... До меня делали музыку тоже, народные песни пели в обработке, в эстрадной только обработке. Да, были эстрадно-джазовые, но были другие, мы сделали другие. И потом даже те же народные варианты, которые у меня есть, они тоже не как те народные, которые привыкли слушать в радио. Поэтому и это такой, как бы сказать, двойной удар получается. Мало того, что это народная песня, она вообще по-другому спета, как фольклор, ну, под другим, так сказать, колоритом. Тут еще и добавляется модернизация этой музыки, поэтому люди тревожатся, что мы что-то теряем. Сейчас я вижу, как будто можно все, давайте уже делайте хоть что-нибудь новенькое, но все равно я в комментариях иногда наблюдаю, что пишут, что не портите только нашу народную музыку. Почему называют это, что ее портят? Возвращаясь в контркультурность, я считаю, что вообще крымские татары как ортодоксальные классические, так и контркультурные в один и тот же момент. Допустим, мы против власти всегда, даже если власть будет возглавлять наши, мы будем против них. А если даже против них, мы поделимся на части и будем против тех частей, которые еще что-то. То есть вот эта контркультурность против всех и всегда. Не, ну то, что для кого-то же контркультурно, для кого-то же это вообще нормально просто. Вот я, например, играю джаз. Для меня это нормально, но для кого-то это контркультурно. Вот в чем дело. То есть ты развиваешься в одной среде, ты выходишь в другую среду, ты там контркультурный. Ну, как будто не специально это получается. Ну, так. Не потому, что ты сейчас такой, сейчас я вот против всех выйду. Это не так, не всегда так. Такие тоже у нас есть. Но когда ты выращиваешь в одной среде, растешь, там живешь, там ты что-то играешь, сочиняешь, и потом ты в какую-то
более традиционную среду попадаешь, ты как будто в контракт со всеми. Ну, ты как будто и не хотел этого. Вот так это работает. Такой вопрос, вот это противостояние между музыкантами, именно те, кто держит инструмент в руках, и вокалистами. Я слышал, что даже в традиционной среде есть, что музыканты считают себя более образованными, чем вокалисты. Потому что вокалисты, ну просто что ходят и поют, не знают теории и так далее. Что у нас в крымско-татарской среде с этим? Музыканты, сами вот те, кто держит в руках инструмент, они талантливее, чем вокалисты, те, кто поет именно, вот, да, голосом. Ну, так И есть ли вот это противостояние? Ну, как бы, сравнивают ли себя музыканты, ну, считая себя выше, чем вокалист, допустим, да, по уровню знания темеля, вот это все основ? Ой, это хороший вопрос. Так сложилось, что музыканты у нас и пели, и играли одновременно раньше. Да? Здесь ты поешь, здесь сразу скрипочка или там другой инструмент, или саз, или мандолина. Они делились на жанры уже. Те оставались в лирике, а эти уже играли больше развлекательную музыку. И тоже пели музыканты, одновременно играли. Но кто был более одарен в пении, он уже продолжал учиться дальше. И вот, наверное, думаю, в 70-х еще не было ощутимо, где певец и музыкант, не было между ними такого различия. И те приблизительно были на одном уровне. Но в какой-то момент инструменталисты начали набирать обороты, они стали лучше играть, лучше, чем петь. К вокалу стали несерьезно относиться. Я не знаю, с чем это связано. Почему решили, что песня вообще не имеет значения, слова тоже, а вот все остальное, вот зажигать, переход из одного ритма в другой, из одной тональности в другую, импровизация стала больше играть роли. Видимо, за это больше платили, это больше нравилось, это больше развлекало, и это создавало некий такой эффект шоу, да, на свадьбах даже. И поэтому здесь инструментальная музыка стала быстрее развиваться. И это мое мнение. Вы можете кто-то сказать, другое мнение может есть. И еще не хватало, думаю, действительно профессиональных вокалистов, которые учились петь у мастеров. Потому что учились петь также у музыкантов раньше. Вот, а там знаний не хватало вокальных в любом случае. Потом появились отдельно образованные музыканты, вокалисты, но они уже как-то не очень, как будто бы дружили с народной музыкой, скажем так. Они пели, но музыканты начали критиковать, что это не подходит, это пение академическое, ну это же при Советском Союзе было уже образование такое, оно было уже такое светское, и это не совпадало с правилами крымско-татарской народной музыки. Либо они должны были перестроиться сюда, что очень трудно, как вот мы вначале говорили, мы не договорили, может, на эту тему, перестроиться от классики к народной музыке. Либо, ну вот так оно и осталось в таком звучании. Но, кстати, у этого есть свой шарм, я бы не стала это отсекать. Это, кстати, очень интересно, я люблю такое ретро слушать. Когда образованные музыканты поют, вокалисты поют народную музыку, он как бы свой жанр образовался, ретро-музыки, такой винтажной музыки. Это очень интересно. Сейчас, я слышу, как музыканты критикуют часто певцов. Их манеры исполнения, там, где они не дотягивают. Тебя критиковали? Не знаю. Я не знаю, но в глаза мне не критикуют никогда. Не, мне что говорят? А, ты это так поешь? Ну, мы знаем, там вот это ага, он так здесь поет. Я говорю, я это так пою. Ну вот, будем петь так. Но иногда я соглашаюсь, если мне что-то предложат лучше, я могу подумать и согласиться, например, на какой-то другой вариант. Если это будет лучше, чем то, что я хочу. Вот. Но сейчас, да, критикуют музыканты вокалистов, но когда ты возьмешь этого музыканта на большую сцену, поставишь, чтобы он там с микрофоном бегал в костюме, посмотришь, что это не очень просто делать. Поэтому, когда говорят, когда критикуют музыкантов-вокалистов, они просто не знают до конца,
как сложно. Они же свою скрипку или там кларнет положат в футляр, вытерут и все. А голос ты не можешь положить в футляр, он всегда с тобой. И если ты в каком-то состоянии, ты уже, понимаешь, не можешь иначе. Ты просто выходишь и поешь в любом состоянии. И у нас еще очень любят громко играть музыканты, поэтому нужно иметь прям, не знаю, какой голос, луженые связки, чтобы петь с нашими музыкантами. Потому что у нас каждый музыкант солист. Еще у нас пропала культура концертмейстерства. Вот концертмейстером быть мало кто хочет, солистом все. Возникло такое свадебное пение, такое особое свадебное пение, когда исполнитель должен был, ну, как бы перекричать музыку и донести еще и до, ну, как бы до зрителей. Ну, вообще, из-за этого этот жанр вот такой вот какой-то не совсем, да, как бы... Это тоже. Это в том числе, потому что, во-первых, что не было техники раньше. Люди же пели, народ сидит, все там, кто-то танцует, кто-то разговаривает. Поэтому люди громко пели, техники не было. А потом свадьбы стали же увеличиваться в своих размерах. Техника микрофона? Да, не было микрофонов, колонн. Техника пения имеешь в виду? Нет, техника пения вот от этого и зависела, что ты сам себе микрофон. Давно не слышала эти записи. Шуялтадан, Ашируста. Да, что характерно, поют в унисон. Вообще у нас это заведено, петь в унисон. Все более монотонно, более архаично. Нет вот этих ярких таких шуялтадан. И тем более нет столько мелизмов, которые уже прям у нас любят. Очень скромный аккомпанемент. Настолько там просто он просто следует голосу и там где-то чуть-чуть поддерживает тональность. То есть аккомпанемент для поддержки тональности, чтобы не сошли с тона вокалисты. Вот когда у нас говорят, вот раньше правильно делали, «Сызбильмейсенс нас догру yapmak. Вот это догру. Ну вот если кто хочет, вернемся к этому. Нет, в этом есть своя прелесть, но если мы вот в нашем уже 2025 год сейчас вернемся к этому, ну, можно вообще иногда. Но это приятно слушать, знаете, она вообще не грузит. Она как вот шарманка, как фламандская музыка, вполне. Тоже даже я волынку здесь слышу. Вполне. Ага, я куда-то ушла, но что еще хочу выделить? Мне очень нравится в этом что? Можно здесь, да, сказать, ой, это ничего особенного вроде бы, но ровность голоса. Я понимаю, что этих людей прям особо петь не учили, но ровность голоса на протяжении всего куплета, что этот голос звучит, он звучит, это еще пластинка, это старая запись, 1908 год, то есть она где-то крадет, да, у качества тембра, но то, что голос звучит на протяжении всей этой песни,
Это интересно, потому что у нас иногда человек только вступает, слушаешь песню, там, спел немножко, уже где-то какие-то недостатки слышишь. Тут спето все так, все ровно. Почему еще? Потому что нет перегруженности в музыке. Вот это то, о чем я говорила. Иногда хочется самобытную музыку исполнять от минимум аккомпанемента. Иногда. Ну, не всегда. Но здесь как раз тот случай, когда она прям тебя заманивает вот в это время, и ты как в такое попадаешь в состояние. Да? Вот. И еще я хочу добавить к этому всему. Прям есть четкое ощущение, что у нас должен быть жанр рыбаков, музыки рыбаков. Где-то он у нас затерялся. И если бы он был, он бы звучал вот так. Прям я вижу это. Море где-то, судно, вот эти лодки, сети. И вот это вот та-да-да-да-да, монотонность, я прям вижу, как они гребут и плывут в море. Вот. То есть не стоит недооценивать иногда, когда у нас сейчас любят все эти очень сложные импровизации, мугамы, но не стоит недооценивать вот такую музыку, потому что в ней, в этой жанровости, в которой мы потеряли, осталось что-то наше, часть нас. Serayı burunun daşları, serayı burunun daşları, şak şak ediyor, vah vah ediyor, şahin kuşları. Bu zemanenin kuşları, bu zemanenin kuşları, şak şak ediyor, vah vah ediyor, şahin kuşları. Мне кажется, что в перспективе, условно, там, на 50 лет не останется вот этих носителей, скажем так, да, и останутся те, кто был на пике, так скажем, славы в социальных сетях. И такой будет дефицит концертов, дефицит такой, скажем, музыки в открытую, да, вот в открытую, честной музыки. Вот ты вот стал человек, и они там 2 часа тарабанили. Может быть и такое. Но и сейчас дефицит. Сейчас много развлекательных концертов. И даже сейчас нету концертов, в которые ты просто придешь слушать музыку, где тебя не развлекают, а ты слушаешь. Вот ты пришел, сел в концертном зале и дослушал все. Не обязательно для соцсетей даже. Ты себя не снимал, никого не снимал. Ты просто пришел, слушал, насладился и пошел довольный. Ну, я не говорю про то, что ты там какие-то памятные моменты снял, да, ты сфотографировал. То есть все работает на картинку уже больше сейчас. Много способов учить язык. Как ты учишь язык французский? Я общаюсь с людьми. Выхожу из дома и общаюсь везде. Иногда бывает, как-то слово могу, с прохожим, встретишь знакомого, с кассирами, в библиотеке, обсуждаю книги, в медиатеке обсуждаю музыку. То есть люди сами помогают и подсказывают, где я там ошиблась, и подбираю слово правильное, корректное. Я читаю много. Для меня лучше видеть слово в письменной ее форме, потому что она же иначе выглядит, чем когда на слух.
Oh, écoutez-moi, camarade, laisse tomber cette fille, tout mon temps. Elle va te rendre malade et tu vas souffrir longtemps. Искусство, на которое очень мало зрителей и слушателей. Ну, смотря на просмотры и все такое, там, разных Да, наших... Ты прям это самое сердечко. Не, ну, оно нам нужно, искусство нам нужно. Даже если там нету много просмотров, и нет, оно, само по себе оно ценно. Даже если его сегодня не оценило много людей. Само по себе это ценное искусство, этот продукт искусства культурный. Поэтому если его сегодня не оценили, да ничего страшного, вот тут же сразу вспоминается Шуберт, да, у которого не было собственного фортепиано. У него не было пианино. Вы представляете, гениальный композитор, у которого не было своего инструмента. Как можно было это все создать? Вот. И у него в конце жизни только появился, он, по-моему, заработал на одном единственном последнем концерте большом, который ему помогли организовать друзья, известные музыканты. Вот. Он очень болел, очень рано умер. Но он столько знал и писал музыки постоянно. Вот это искусство. Не только искусство, конечно, когда плохо тебе, нет. Но это в том числе. Надо понимать, что это состояние души, это дар, и это знание. Что делает Эльвира Сарахалил сейчас? У меня идет переосмысление всего, что было до этого в моей жизни, в творчестве. Я отдыхаю. На самом деле эмоционально я прям... У меня очень было много эмоций последние там... не знаю, лет 5, даже больше, чем 5, 7, 10, не только позитивных, а разных. И когда одна за другой, но постоянно какие-то сменяющиеся друг друга события, опережающие, то как будто бы такой, знаешь, есть центр, да, в человеке, ты этот центр удерживаешь, ты его в какой-то момент начинаешь не чувствовать, где этот центр. То есть вот эти твои корни, твоя стабильность, она подшатывается, и ты как будто не хочешь ее терять, эту стабильность, вот эти корни. И в этот момент я остановилась, я сейчас отдыхаю, я пишу музыку. У меня, кстати, очень много музыки. Наверное, уже 2 альбома я выпустила. Сколько ее? Пока не выпускаю. И я слушаю, смотрю выставки, хожу на концерты. Я слушаю других музыкантов разной культуры. Как классические, так и ориентальную музыку, другую, арабскую, например. Джазовых музыкантов слушаю здесь, европейских. Для меня это такой отдых. И я даже не пытаюсь как-то о себе заявить. Мне так хорошо. Я живу жизнь обычного человека. Это так приятно. Просто вот самого обычного, который вот не делает себе какой-то дедлайн и не делает себе вот планы успехов, ничего не выстраивает. Это очень приятно. Но еще я уделяю внимание детям много, потому что я понимаю, что я живу в среде, где говорят не том языке, где обычно мы говорим всегда, где не надо учить язык, там как бы тебя всегда поймут везде. Здесь надо донести и менталитет другой. Я уже адаптировалась, я не могу сказать, сейчас в данный момент я адаптируюсь. Нет, я адаптировалась.
Я, наверное, вот сейчас такая типа ищу, сейчас всех похвалюсь, наверное, чем-нибудь, но вот я понимаю, что мне похвалиться нечем и не хочется. Вот. Вообще не хочется. Нет желания что-то там заявлять и совершенно. Но мне так хорошо, и еще я, ну, духовная часть жизни наша, она имеет вообще главное же это жизнь. Мы просто смотрим много на события, на картинки, которые с нами происходят, на жизнь, которая бежит. А та духовная часть, которая вечная, она должна тоже и внимание уделять. Нет такого вот, ты увидела кого-то, кто-то что сделал, и ты такая, так, сейчас я как пригвоздю, я сейчас ее лучше сделаю сейчас. Не, ну что прям, ну, нет, такого, ну как, нет, такого нет, это вообще, это же бывает только когда ты там в каких-то начальных этапах творчества, но вообще, наверное, не у всех, наверное, если у кого-то всю жизнь длится. Сейчас я докажу, да, сейчас там. Не, я понимаю, что сейчас доказывать нечего людям. Что доказывать? Вот очень приятно не доказывать, не показывать, а приятно пользоваться тем, что ты имеешь. Вот знаешь, что когда у тебя есть какие-то драгоценности, и ты их иногда достаешь, пользуешься ими, но ты не трясешь ими везде, и не показываешь им, да вот смотри. Там. Да, показываю. А просто они у тебя, вот, ну я достала, да. Да, есть одна песня, у нее так мало там куплетов, и она считается как среди музыкантов многих потерянная песня, что к ней нет музыки. И я вот, кстати, ее записала очень давно у Диляры Хартана, она жила в Хорузене. И тоже она долго вспоминала второй куплет, потом мелодию. И, в общем, я ее недавно вспомнила и поняла, что тоже у меня в записях не осталось мелодии. И я ее вспоминала. Просто вытягивала из памяти. Сейчас я ее напою. Лемхан называется. Lemhan gidiyor ferhatına can uyanır mı? Yumdu ela gözlerini yar uyanır mı? Yumdu ela gözlerini yar